И сегодня у нас в гостях Людмила Малиновская. Людмила – HR-эксперт, коуч, психолог, автор ряда трансформационных и бизнес-игр и игровых решений. Здравствуйте. На конференции «Алгоритмы успеха» Людмила будет рассказывать удивительную тему, как применять игровые технологии в своем рабочем процессе. И если быть точным, да, доклад будет звучать следующим образом. Использование HR-игры «12 вал» в оценке и найме персонала. О чем это будет? Какая польза будет нашим участникам от участия в мероприятии, да, с чем они уйдут, как они смогут это применять в жизни? Спасибо большое. Расскажу чуть-чуть об игре. Дело в том, что игровые технологии были очень популярны, но когда попробовали их применять именно для управления персоналом, то многих HR застигло определенное разочарование. Это как анекдот. Вы не любите кошек, но вы просто не умеете их готовить. И сейчас пошла новая волна использования игр именно в HR и игровых технологий. Их просто чуть-чуть переместили с управления на оценку и на подбор персонала. И моя авторская игра «12 вал», она как раз этому способствует. Почему 12 вал? Потому что с помощью игры вы сможете оценить 12 основных компетенций ваших сотрудников. Игра настолько многофункциональная, что вы можете ее не только с помощью нее оценивать ваш персонал, вы можете включать ее в ваше обучение, в развитие, так как она очень легко перекатывается в две такие ипостаси. То есть, с одной стороны, для оценки, да, и где вы там даете какую-то оценку, а с другой стороны, для развития самого человека. То есть можно переключить чуть-чуть, так сказать, небольшую, так сказать, чуть-чуть схему поменять, и уже это будет как личное развитие. Ну и, как было сказано выше, наверное, и при найме тоже. Конечно. То есть, человек, да. Как понять, кто перед тобой. Да, на самом деле можно использовать разные игры для найма, да, даже монополию. Но вопрос в эффективности. То есть, когда у тебя уже есть 12 ключевых компетенций, кроме этого, игра очень пластична. Ты можешь туда добавлять любые свои задания. То есть, это такой инструмент для ассессмента, просто идеально подобранный. Отлично. И об этом, собственно говоря, будет ваше выступление. Будет два выступления. Даже два выступления. Да, будет небольшой 15-минутный доклад, где я буду рассказывать вообще не только об этой игре, а вообще об игровых технологиях, да, о подводных камнях, как ее правильно себе подобрать, да, как не попасть в просак, да, и максимально эффективно использовать. Ну и, конечно, будет 45-минутный мастер-класс, где вы сможете прикоснуться непосредственно к игре. Поиграть, да, и мы уже начнем прямо сейчас, если вы не против. Отлично, давайте начнем прямо сейчас, если позволяет на то время. Да, очень быстрое упражнение. Это такое же упражнение, одно из 72 упражнений, которые включены в игру, которые вы можете сделать даже сегодня в своем офисе. Отлично. И уже сегодня при найме персонала, да, например. Вот и есть такой кубик, он продается там в интернет-магазинах, называется кубик погоды. На самом деле вы его можете даже, и сами заказать и сделать. Тут разная погода, да, и вот вы моделируете ситуацию. Пиктограмма, обозначающая погоду, да. Представьте, что мы плывем на корабле с вами, да, и вот сейчас мы узнаем, какая, можно даже спросить там, какая сейчас у вас погода, как вы там чувствуете себя, да. И вот погода меняется. И вот бросайте кубик. Давайте, с удовольствием. Вот у нас, смотрите, началась гроза, да, у нас началась просто гром молнии и гроза ливень. Что вы делаете, задаю вам вопрос. Ну и, соответственно, каждый человек, вы сразу видите, как на разную погоду реагирует человек. То ли его только условия грозы, молнии, стресса активируют, то ли он только в солнышке и в прекрасной погоде себя чувствует. А в такую погоду будет в стресс. Да, то есть мы мягко, метафорично, не задавая прямых вопросов, мы смотрим не только на речь, на реакцию, и можно уже определить, кто более находчивый, особенно если группа, там такие идеи просто появляются. А в игре еще в основной туда добавляются еще и роли, то есть все разбирают еще и роли на корабле себе. Кто-то боцман, кто-то капитан, тоже очень много можно интересного узнать. Я, кстати, даже это упражнение как-то выложила у себя на странице, так что можно еще этим. Ну и как финал, для того, чтобы было интересно, я предлагаю вам вытащить финальную мудрость от игры. Нашу черную метку, да. И зачитать. Черная, если мудрость. А вот смотрите, дело в том, что черные метки давали для предупреждения. И благодаря черной метке капитан пиратского корабля мог уберечь
свою команду и свой корабль от неприятностей. Отлично. Сейчас узнаем, что убережет от неприятностей конференцию «Алгоритмы успеха». Итак, секрет успеха любого дела — это первое — люди, второе — результат. Если у вас проблемы с первым пунктом, то не стоит рассчитывать на второй. Правильно ли я понимаю эту подсказку, что очень важно в подготовке нашей конференции обратить внимание на тот персонал, который будет в момент подготовки и проведения конференции участвовать в реализации этого проекта? Ну, я думаю, что да, так как это ваша метафора. Ага. Каждый видит свою метафору, и то, что у него на поверхности, он знает. То есть наш мозг очень умный, он уже все знает, поэтому это вам подсказка такая. Отлично. Вот от игры. И на нашей демо-версии вы обязательно по каждой получите какую-то свою подсказку. Ну что ж, спасибо огромное за такое полноценное выступление, практически презентацию игры, да. А я приглашаю всех принять участие в конференции «Алгоритмы успеха», которая состоится 9 сентября. Полный список спикеров и тем, которые будут на мероприятии, вы найдете на сайте, ссылка на который под этим видео. Там же регистрация на конференцию. Удачи! До свидания!